Женщин-пилотов не очень много? Немного, но стало девочек больше. Заработные платы соразмерны у мужчин и женщин? Нет, нам за красоту доплачивают. О, Так как у меня IT-профессия, очень многие говорят: а почему ты не в IT-компании? Почему авиация? В авиации, когда ты работаешь в IT, ты можешь пощупать, попробовать различные зоны. Бортпроводники только и делают, что разносят еду и летают за границей, и отдыхают. На самом деле за хрупкой девушкой можно встретить медика, человека, который потушит пожар, примет роды. обезвредить может какого-нибудь буйного пассажира? Да, мы обучены этому. Когда я говорю, я вот в авиакомпании, в Air Astana, все такие, наверное, ты стюардесса. Но когда я говорю инженер, все сразу удивляются, думают, что я там иду и болты кручу, да. Что бы вы могли сказать девушкам, которые ищут себя? Просто дерзать нужно, чуть-чуть смелости к этому. Вне зависимости от того, к чему вас готовили. Самое главное, ничего не бойтесь. Как минимум нужно попробовать. Приветствую, друзья, я Тимур Балмбетов. Добро пожаловать в очередной выпуск, специальный выпуск «Честно говоря». И этот выпуск снят специально для YouTube-канала Air Astana, на который я вам рекомендую тоже подписаться. Сегодня для меня огромная честь и огромная радость. В последнее время мне везет на потрясающих гостей. И более того, я даже скажу, не просто гостей, а очаровательных девушек, женщин, которые своей историей, своими достижениями вдохновляют огромное количество наших зрителей. Поэтому сегодня у меня в гостях, спешу вам представить, моих потрясающих спикерок, моих специальных гостей. В гостях Полина Павлова, второй пилот Airbus, инструктор по наземной подготовке флота Airbus. Добро пожаловать, Полина. Здравствуйте. Анель Ибрагимова, вице-президент информационных технологий и электронного бизнеса. Добро пожаловать, Анель. Добрый день. Асем Какен, борт-сервис-супервайзер, Асем Хош-Келдингес. И Жанна Куркан, старший инженер по надежности. Здравствуйте. Очень приятно вас сегодня здесь видеть. И, конечно же, я вас поздравляю с наступающим праздником. Это особенный праздник, и я думаю, что в ключе нашей дискуссии сегодня мы, наверное, понимаем ценность вот всех этих достижений и того, за что боролись женщины, когда я смотрю на то, чем вы сегодня занимаетесь. И это, конечно, удивительно, если не сказать, наверное, для кого-то это совсем непривычно, потому что некоторые должности, которые вы занимаете, иногда кажутся сугубо мужскими. И хотелось бы сегодня поговорить про вашу историю, про ваш путь. Полин, хочу начать с вас. Вы пилот, вы пилотесса. Правильно говорить пилотесса? Как вы себя называете обычно? Пилот. Вы говорите Обычно пилот? я пилот говорю, да. Ага. Вы не используете феминитивы? Нет. Да. Нет. Скажите мне, пожалуйста, каким образом вообще эта мечта, а впоследствии профессия в вашу жизнь пришла? Начнем с того, что мой папа тоже пилот, и это то, что, в принципе, я видела с детства. Дедушка мой со стороны папы, он тоже авиатор, он не пилот, но он работал с наземным аэронавигационным оборудованием. И вот когда ты растешь в семье авиаторов, Когда у вас целая династия. Да, ты это видишь. В любом случае, это и форма, ты видишь, как папа уходит на работу, как папа приходит с работы. Тем более, это еще когда советские времена были. И когда уже пришла пора выбирать профессию, наверное, как любой человек, это сложно 18 лет, на самом деле, выбрать профессию раз и на всю жизнь. Это абсолютно истина. Абсолютно, да. И бедные старшеклассники, на них оказывается давление, да, то есть ты сейчас в свои 17-18 лет должен это выбрать, тоже я мучилась в какой-то такой этой агонии, то есть какие-то были и другие варианты, но примеряя это все на себя, я понимала, что не мое, я, наверное, не смогу этим всю жизнь заниматься, но тогда я решила, что попробовать себя тоже в этой авиационной стезе. Поступила в Академию гражданской авиации, успешно ее закончила, потом
программа об Initio, и вот с 2011 года я работаю в компании Air Astana. 13 лет вы уже пилот. Да. Вау, супер просто, супер. Я хочу быстренько уточнить, и, наверное, это вопрос ко всем. Я уже сказал о том, что в целом у нас очень много стереотипов. Вот если говорить о пилотах, стереотип такой, что обычно это мужская профессия. Когда вы пришли к папе и сказали, все-таки я решила в свои 18 лет, я хочу быть пилотом, он что сказал? Горжусь, молодец, доча, или, может быть, ты подумаешь? Да, это было такое, что, может быть, ты подумаешь, но не с позиции того, что там я тебя хочу отговорить, потому что там у тебя не получится или еще что-то, но ты подумай, да, может быть, например, да, там профессия авиадиспетчера. Она очень интересная, она сложная, она ответственная, но, тем не менее, ты будешь больше времени находиться все-таки дома, с семьей и так далее, потому что для женщины это тоже важно. Ну, вот как-то так вот получилось, что на самом деле в Академии гражданской авиации в то время профессия пилота и авиадиспетчера, они шли очень близко друг к другу, и там 70%, наверное, предметов, они были одинаковые, и именно в тот год группа диспетчеров не набралось. И я говорю, пап, ну, я подумаю над твоим предложением, у меня же еще 4 года есть впереди, да, ну, а вот пока я поучусь с пилотами. Ну и, наверное, вот уже на 3-м курсе, когда началась практика, когда мы начали летать, вот тогда уже окончательно я решила, пришла папе и сказала, он говорит, ну, как бы, что я могу сделать? Ты подумала, ты приняла решение, дерзай, дерзай. По факту поддержал уже. Конечно, конечно. Супер, супер. Анна, расскажите, пожалуйста, вы возглавляете очень серьезное подразделение в компании. Ну, грубо говоря, если так упрощать, чтобы всем было понятно, вы айтишница, которая за целую компанию отвечает. Ну, то есть у вас серьезная работа. Расскажите, в вашей профессии, в вашей сфере тоже существуют такие стереотипы? Задают вам вопрос, а почему ты не выбрала что-то другое? Как ты вообще сюда попала? Ну, мне кажется, сейчас уже таких стереотипов нет. Если вспоминать то время, когда я училась на мехмате, в Казгу, ну, сейчас это Казну уже, да, тогда было очень мало девочек в IT-сфере. Я была вообще одна в группе. У меня было 10 парней, я вот одна девушка была. И тогда казалось чем-то странным, что девчонки идут в IT, что как будто это не про них. Но со временем, мне кажется, вот эта грань, она уже стерлась. И сейчас я вижу очень много молодых, перспективных девушек. И в университетах, если вы посмотрите статистику, девочек очень много в направлении IT. И у нас в компании, на самом деле, очень много девушек. Когда я пришла, было 45 человек в IT-департаменте, сейчас почти 160. И более 30% это девушки. Это различные направления. Это и безопасность, IT-безопасность, это и IT-разработка, это электронная коммерция. Это различные направления, где девушки находят себя. Ну и мне кажется, сейчас уже говорить об этих стереотипах именно в IT-сфере, ну, я бы сказала, не имеет смысла, мне кажется. Все уже понимают, что девушки, да, это сфера для них в том числе. Да, они могут показать много интересных результатов, достижений. Поэтому, на мой взгляд, IT-сфера сейчас, она равноправна как для женщин, так и для мужчин. Супер. Это потрясающе и здорово, что наконец-то это так. Сейчас вы вице-президент, вы возглавляете, если я правильно понимаю, весь IT-департамент, как я уже сказал. Чтобы мы понимали, то есть как пассажиры, мы покупаем билет, садимся в самолет, долетаем, все классно, никаких претензий нет. Но за этим ведь очень много различных стоит людей и огромное количество работы. И вот ваша конкретная работа — это что во всем этом процессе? То есть IT-департамент, вы сказали, это там, электронная коммерция, например. Если я покупаю билет в приложении, это ваша ответственность? Все верно. IT-департамент на самом деле прослеживается на всем пути пассажира. То есть это и при покупке билета, да, вы используете сервисы компании. При регистрации вы используете также сервисы компании в аэропорту. На борту оснащены бортпроводники устройствами, с приложениями, это также IT. Да. Опросник после полета — это тоже IT.
Плюс, на самом деле, если копнуть дальше, да, планирование рейсов — это тоже специфичные системы, это тоже IT, да, планирование экипажей на эти рейсы. Это все везде, на самом деле, на каждом этапе это IT. Потому что, мне кажется, сейчас ну, все процессы, они автоматизированы, за ними стоят системы, и это в любом случае IT. И да, это весь департамент, это ответственность за всю компанию по всем направлениям, как оперативных систем, так и систем электронной коммерции, например. Спасибо, спасибо. Сен, қателеспесем, сіз бала кезіңізден бортсерік болуды немесе аспанда ұшуды армандапсыз. Ол арман неден басталды, қалай басталды? Кішкентай кезімде ең алғашқы рет әуежайды менің әкем көрсеткен болатын. Достарын шығарып салған кезде мен өзімен бірге алды. Ол кезде әуежай басқаша болатын, үлкен терезеден ұшақтың қалай ұшып қонатынын көруге болатын. Соны көріп мен таң қалатын, қалай мына үлкен техника, үлкен ұшақ қалай көтеріледі, бір сиқырлы күшпен көтеріле ме екен деген бір ой қалған. Кейінірек есейген кезде Түркия мемлекетіне бірнеше рет демалуға ұшқан болатын. Сол кезде ұшақта жеген тағам әлемдегі ең дәмді тағам болып көрінетін болатын. Қайта-қайта соны жегім келіп, ұшқым келіп, әуежайда сондай бір ерекше атмосфера, вайб дейді ғой, қазір сондай сезінетінмін. Сосын ұшақта отырған кезде жолаушыларға қараймын ғой, кнопканы басып, бортсеріктер келеді, бір нәрсе беріп жатады, сосын мен ойлаймын, мен де көрейінші. Кнопканы басам, су сұрап көрейін деп қарасам, бортсер уже стакан су маған әкеліп тұр. Мен сегіз ойлаймын, мынау сиқыршы ғой, ойымды оқып қойды ғой деп, мен де сондай болғым келеді деп, сондай бір ой болған. Содан кейін дайындала бастадым. Басында ата-анам қарсы болды, өте қиын, біз сені көрмейтін боламыз, содан да менеджер болып банкке жұмыс істе деп айтқан болатын. Істеп көрдім, ұнамады. Сосын ұшуға келдім. Келгеннен бері 11 жыл болды, ұшып жүрмін. Өте қуаныштымын. 11 жыл болды. Мәссаған, керемет, керемет. Негізі бортсерік болу, сіз бүгінгі таңда супервайзер бортсеріксіз, иә? Сонда сіз басқаларды басқарасыз, үйретесіз? Үйретемін, көмектесемін деген дұрысырақ болады, басқарудан басқа. Иә, солай айтайық, көмектесесіз, үйретесіз. Және де сізден сұрайын дегенім, бұл мамандықты үйрену негізі қиын ба? Өйткені біз ұшамыз, сіздерді көреміз, өте сұлу болып жүресіздер, бізге көмектесесіздер, күлімсіреп жүресіз әрдайым бізге. Бірақ артында тұрған үлкен еңбек, және де сіздердің де көптеген ережелеріңіз бар ғой, біз білмейтін. Оларды үйрену қаншалықты қиын? Әр жүріс-тұрысымыз бізде ережемен жазылған. Басында әрине... Қазір отырғаныңызда ережеге сай ма десе? Иә, бізде арнайы manual деген кітапша бар, қалай біз сырт әлпетіміз, қалай бояну керек, қалай тұру керек, қалай отыру керек, әдемі болып жүру керек, бәрі жазылған. Басында қиын болады оқу, өйткені ағылшынша техникалық терминдер болады. Басында қиналасың кішкене, бірақ та өте қызық. Медицинадан бастап қауіпсіздік, сервис бәрін үйренеміз. Ақпарат әрине көп, бірақ әлі күнге дейін жыл сайын білімімізді жаңартып оқып отырамыз. Жарты жыл сайын, бір жыл сайын әрдайым жаңа ақпарат, үйрену, оқу, ережемен жүру бәрі жазылған. 11 жыл болса да жұмыстан шаршаған жоқсыз ба? Кейде басқа бір нәрсе көрейікші, банкқа оралайықшы деген ой туындамайды ма? Жоқ, өйткені карантин кезінде үйде отырып көрдік қой, сол кезде жаңағы әуежайдың, ұшақтың атмосферасын, иісін қатты сағынып, келген кезде ұшақты ұстап, креслоларды құшақтап көргендей болды. Сондай жағдайға жеткенбіз, сондықтан ондай болмайды. Тамаша, тамаша. Рахмет, рахмет. Жан, если я не ошибаюсь, вы более 15 лет уже работаете в компании и начинали с позиции технического библиотекаря и дошли до инженера по надежности. Сейчас, как инженер по надежности, вы работаете уже 10 лет. Да. Если я не ошибаюсь, 10-11? Да, это вот. Примерно. Что вообще ваша работа в себя включает? Расскажите. Инженер по надежности. Ну, инженер по надежности что в себя включает? Вот самолет — это вот как одно большое тело, и есть разные органы. Так у самолета есть разные системы. А инженер по надежности мониторит, анализирует данные каждой системы. То есть как она себя ведет, как она себя показывает, есть ли какие-то тренды, на что обратить особое внимание нужно. Вот у каждого системы есть свои какие-то значимые пределы допустимые. И вот мы анализируем, дошли до этого, не дошли. И вот
Это вот, если вкратце, это вот мониторинг, анализ вот этих систем. Ну, тоже работа с огромной ответственностью и, наверное, которая тоже сопряжена с большим стрессом, потому что вы непосредственно отвечаете за, ну, можно сказать, за безопасность Отчасти, пассажиров. конечно. Да. Да. Вы каким образом к этому пришли? То есть вы Ну, тоже всегда мечтали о небе или это как-то в процессе произошло? Знаете, это как-то, наверное, в процессе, вот, наверное, здесь больше говорю судьба. У нас семья не потомственных авиаторов, да, вот как Полина говорит. То есть у меня такая финансисты в основном дома, а я вот как-то в техническую сферу ушла, поступила в Академию гражданской авиации, поступила на позицию инженера. Тогда надо, если так вкратце говорить, что это как бы инженер-приборист, тоже вроде бы как бы не женская профессия вот тогда. Но вот отучившись технической специальности, закончив академию, я пришла в компанию, пришла в отдел технического сервиса. Это вот одно из подразделений была библиотека техническая, и там же внутри уже рост и на инженерную специализацию уже пошла, уже профессионально. Здорово. Полин, скажите мне, пожалуйста, наверное, если даже многие мечтают стать пилотом, то, наверное, даже не знают, с чего начать и как вообще становятся пилотами. То есть вы поступили, получили образование, но ведь потом еще нужно и устроиться в авиакомпанию, и получить доступ к этому заветному самолету. Как это устроено? Да, вы все абсолютно верно говорите. То есть на данный момент, если мы говорим о местном рынке и так далее, путей несколько. То есть один из вариантов, это который вы озвучили, по которому, ну, частично первоначально прошла я. У нас есть Академия гражданской авиации, она находится в Алма-Ате. Если я не ошибаюсь, там также есть и колледж гражданской авиации, то есть, соответственно, принимаются на базе образования 9 и 11 классов. Сложности, проблема именно в том, что нужно потом еще найти работу. В качестве прекраснейшей альтернативы, которая работает, я не скажу точно, но я думала, около 15 лет уже, у нас есть программа, которая называется Ab Initio. Это программа Air Astana. Это программа первоначальной подготовки пилотов. То есть даже без высшего высшего образования. Я могу переводчик прийти и сказать, Да. я хочу стать пилотом. Абсолютно верно. Вау. То есть всю информацию можно найти на job.airastana.com. Там будет подробно расписаны все условия, потому что, ну, я вам честно скажу, я их наизусть все не знаю, это было там порядка 15 лет назад, да. Но идея в том, что нужно быть гражданином Республики Казахстан, возраст, по-моему, там от 18 до 34, если я не ошибаюсь. Нужно пройти несколько этапов отбора, и, в принципе, все. Далее компания отправляет вас на обучение, берет все расходы на обучение на себя, что тоже немаловажно, потому что, ну, суммы достаточно большие, и не всегда, ну, не то, что у нас даже есть эти суммы, да, но мы не всегда готовы кредит взять на такую сумму. Вот, в этом плане компания берет все расходы на себя, и далее после успешного прохождения обучения происходит обучение на конкретный тип самолета, то есть это может быть Embraer, Airbus или Boeing, и все, и вы превращаетесь в пилота в достаточно короткий срок, то есть это занимает порядка там 2-2,5 лет. О, даже не бакалавриат, да? Даже не 4 года? Нет. Супер, ну, для тех, кто посвящен, наверное, это очень, очень классный вариант, кто Да, готов да. посвятить себя этому. На самом деле ничего сложного там нету. Ну, здравствуйте. Ничего сложного Ну, нет в том, чтобы скажем управлять так, самолетом. Скажем так, никаких знаний, ну, я имею в виду для того, чтобы пройти отбор, да, по этой Да. программе, никаких определенных особенных там знаний, никто у вас не будет на этапе отбора спрашивать какие-то сложные вопросы с аэродинамики, с конструкцией самолета там или еще чего-то, да. В основном это базовые школьные знания по физике, по математике, по английскому языку. Здорово, спасибо. Это очень интересно, это очень полезная информация. А скажите мне, наверное, многих интересует, может быть, у вас спрашивают об этом, потому что когда мы видим пилотов, они всегда отлично выглядят. У них там фуражка, какой-то классный чемоданчик, они вот так вот идут, их пропускают вперед всех, они там, мы их не видим, потом их закрывают и так далее. Но пилоты достойно зарабатывают?
Да. У вас хорошая зарплата? Да. Однозначно, да, мне это нравится, это здорово. Ну тогда другой вопрос. Женщин-пилотов не очень много? Немного, но хочу сказать, что вот тенденция последних лет показывает, что стало девочек больше. Это здорово. Это здорово, А однозначно. заработные платы соразмерные у мужчин и женщин, они одинаковые? Нет, нам за красоту доплачивают. О, это здорово. Конечно же, я шучу. Абсолютно одинаковые у нас зарплаты. То есть, ну, зарплата зависит от позиции, от там опыта частично, от налета и так далее. Но гендерного различия нет. Супер, супер, это отличные новости. Вы второй пилот Airbus. Да, То есть вы можете летать только на Airbus. да, все верно. А почему такая привязка только к одному типу самолета? Ну, почему такие правила? Ну, это правила мировые. Международная авиация. Международные, да. Потому что типы разные, управление разное. Возможно, бывает иногда в малой авиации, да, что можно на нескольких типах летать, но именно в коммерческой, в гражданской авиации, как правило, это всегда один тип. Мгм. Второй пилот вы. Да. Что нужно сделать, чтобы я сел в самолет и услышал: вас приветствует капитан корабля Полина? Что для этого необходимо? Ну, наверное, я так надеюсь, что чуть-чуть времени просто необходимо. И как бы вот пройти мне сейчас все этапы отбора, опять же, да, там собеседований, ассессментов так называемых, пройти переобучение и все. Немного доучиться. Чуть-чуть, просто, да. Немножечко добрать и... Да, да, Здорово. Вы стремитесь к этому? естественно. Класс, класс. Скажите, пожалуйста, наверное, это вопрос ко всем. Вы часто сталкиваетесь с какими-то, может быть, стереотипами относительно вашей профессии, относительно того, что вы в целом работаете в авиации? Есть ли какие-то такие вот мысли, стереотипы, которые вы слышите и которые можно развенчать? Ну, я, наверное, давайте отвечу. Так как у меня IT-профессия, очень многие на рынке, да, и друзья на самом деле говорят: а почему ты не в IT-компании? Ну, вплоть до того, что а почему ты не организуешь свою IT-компанию? Ну, почему авиация, да? Почему там некоторые работают в Казахтелеком там, или в других каких-то компаниях, да? И в том числе интересуются. Но вроде как авиация, люди почему-то со стороны думают, что с точки зрения IT это какая-то такая узкая область. Это не так на самом деле. Вот. И что самое главное в авиации, когда ты работаешь в IT, ты можешь пощупать, попробовать различные зоны, различные технологии. Вот. Но в целом, мне кажется, на рынке сейчас, вот недавно проводился опросник среди компаний, среди вообще, я бы сказала, представителей на рынке различного уровня различных IT-специализаций. Вот. И результаты опросника показали, что IT-специалисты на рынке, они хотят работать в Air Astana. Мы на 3-м месте именно среди IT-сообщества. Полина не обманула, зарплаты хорошие. Ну, мне кажется, здесь вопрос не только в зарплатах. Конечно. Здесь вопрос, конечно, и в коллективе, да, который есть в Air Astana, в культуре компании, в проектах, которые есть, интересные, да, проекты, и также перспективы роста карьерного, который дает компания. Вот. И если говорить про IT, мне кажется, в Air Astana можно пробовать различные направления IT. Начиная там от helpdesk или системных администраторов, заканчивая там дата-аналитикой, к примеру. Да? Да, вы правы, потому что вот я даже знаю, у вас есть сотрудницы, которые работали и бортпроводницами, и в маркетинге, и в СММ, и в продаже, где только. Потому что внутри компании можно передвигаться, расти и пробовать то, что тебе интересно. Да. Это здорово, это классные возможности. Спасибо большое. Асем? Ну, у нас как бортпроводники только и делают, что разносят еду и летают за границей, и отдыхают, и хорошо живут, красиво одеваются. Так только думают, так, да? На самом деле за этим костюмом, за униформой, за хрупкой девушкой можно встретить медика, человека, который потушит пожар, примет роды, поможет
окажет первую доврачебную медицинскую помощь, то есть разную информацию можем владеть, как бы. Обезвредить может какого-нибудь буйного пассажира? Да, мы обучены этому. Да? Да, мы можем. Ну, технику, секреты не будем раскрывать, но мы умеем это делать. Просто иногда кейде жаның ашиды да, кейбір жаңалықтарды оқисың, бортта болып жататын нәрселерді қынжылтады шынымен де. Борт серікке көрсетілетін қысым жайлы кейде оқисың, шынымен қиын. Жұмысыңыз оңай емес. Жанна? Да, когда я говорю, я вот в авиакомпании, в Air Astana, мне все такие, наверное, ты стюардесса. Ага. Ну, то есть стереотипно это или стюардесса, или там агент я, да, к примеру. Но когда я говорю инженер, все сразу удивляются, думают, что я там иду и болты кручу, да. Но вообще нет. У нас в инженеринге очень много, процентов, наверное, уже 40-50 это как бы девушки работают, потому что инженеринг — это обработка информации, работа с документацией. То есть это очень разностороннее. Когда вот я говорю, что вышла с академии, я, оказывается, какой-то мизер всего знала, понимала, а когда я вот оказалась в своем рабочем месте, это просто такое колоссально обширную, я увидела сферу инженеринга именно, что там можно делать, и очень много девушек. То есть сейчас уже, это вот первое время, да, вот так удивлялись, но сейчас уже более-менее как-то воспринимается информация, что да, я инженер, и все такие, как-то уже по-другому относятся. Да, инженер, а не ремонтник, да? Да, думать. как бы да, вот техническая, много девушек у нас работает. Это классные новости. Очень здорово, что мы с этой мертвой точки сдвигаемся не только в восприятии, но и в практике, что действительно у девушек, у женщин появляется огромное количество возможностей. Да. Здорово. Спасибо большое, Жанна, спасибо. Сем, сіз ұшасыз, мысал үшін, кейбір рейстердің ұзақ болуы әбден мүмкін. Ең ұзақ рейс, мысал үшін, бізде қандай? Ең ұзақ... Бір 7 сағаттай шығар, 7 сағат, 7-7,5 сағат. 7 сағат. Мен ұшып тұрамын, және де көремін, сіздер демалмайсыздар. Бір демалып отырсаңыздар, бірден біреу кнопканы басады, сіздер шақырады. Жаңа жерге, жаңа бағытқа келгенде сіздер қалай демаласыздар, қалай өз қалпыңызға келесіз? Негізі өздеріңіздің сондай бір рәсімдеріңіз бар ма? Біріншіден міндетті түрде рейсқа дейін және рейстен кейін ұйықтау режимін сақтау. Ұйықтап, демалып, және қатты шаршағанда бір теңізі бар жерге келген кезде шомылып, дәмді тамақ жеп, содан кейін бәрін ұмытып кетесің. Бірақ ең біріншіден сол ұйқы режимін сақтау, тек сол көмектеседі. Ұшақта сіздерді тамақтандырып, сіздер ұйықтап жатқаннан кейін бізде жұмыс бітпейді, ары қарай жалғасып жатады. Келесі экипажға бортты беруге дайындап отырамыз. Документация толтырамыз, санаймыз, қанша қалай, әріптестерімізбен план құрамыз, не істейміз, қалай қыдырамыз, демаламыз дегендей. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, бізде барлығы ереже бойынша. Әрбір нәрсенің өзінің ережесі бар. Сізге, мысал үшін, аптасына неше рет ұшуға болады, немесе қанша рет сіз ұшасыз, күнделікті ұша бермейсіз ғой, демалу да қажет. Қалай ұстайсыз сол балансты? Ең минимум рейстен кейін 12 сағат демалу керек, максимум 36 сағат. Біздің расписание бір айға шығады, сол бір айдың ішінде 7 демалыс болу керек базада. База дегеніміз үйде, яғни Алматыда. Басқа жерде демалыс күндері саналады, бірақ міндетті түрде 7 күн базада демалуымыз керекпіз. Ең сүйікті бағытыңыз бар ма сіздің? Мен барлық бағытты жақсы көремін, өйтіп бөле алмаймын. Түсіндім, сіз Қазақстан ішінде де, Қазақстан сыртында да ұша бересіз, иә? Ең бірінші стереотип бізде жиі қойылатын сұрақтар, сен Қазақстанда ұшасың ба, жоқ, международный рейстерге ұшасың ба деп. Бізде ондай жоқ, бізде бәрі араласқан. Шетелге де Қазақстанның арасында да ұшамыз. Түсіндім, мен де мысал үшін оны білмеймін. Менің түсінігім бойынша мына борт серіктер тек Қазақстанда ұшады, ал бұлар тек... Бізде ондай жоқ. Әр рейсте экипаж ауысып отырады. Яғни мен бүгін Полинамен ұшсам, мүмкін 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін қайтып кездесуіміз мүмкін солай. Қызық. Да, Полина, скажите, пожалуйста, а у вас как с этим обстоит? То есть, что касается расписания, сколько должны обязательно, непременно отдыхать пилоты между рейсами?
Вот как часто вам приходится летать? У нас, на самом деле, вот я прям подпишусь под всем, что Асям сказала, у нас все абсолютно то же самое. Ага. Минимальное на базе время отдыха 12 часов. Если мы говорим про вне базы, то есть мы куда-то улетели, там минимальное время отдыха до 10 часов бывает. В месяц 7 выходных. Вот, в принципе, и все. Есть какие-то вещи, о которых, точнее, наверное, сложности, о которых мы не подозреваем, потому что, нам как кажется, вы красивые, пришли, сели за свой штурвал. Сейчас все уже, там, чуть ли не на искусственном интеллекте, все уже, за все отвечает компьютер, вы что-то там контролируете. В принципе, сели, нажали, приземлились и пошли отдыхать. Что в процессе? Мы приходим на вылет, естественно, заблаговременно. Если мы говорим про рейсы Air Astana, то это за 1,5 часа до вылета на международные рейсы и за 1:15 на внутренние рейсы. Бортпроводники наши приходят еще на 15 минут раньше. Да, они приходят за 1:45 и за 1:30. Мы готовимся, мы изучаем полетную документацию. То есть, естественно, это техническое состояние борта, карта опасных метеоявлений, погода, маршрут нашего следования, какие, опять же, там опасные, может быть, какие-то метеоявления наблюдаются по этому маршруту и так далее. На основании всех вот этих вот данных мы принимаем решение на вылет, принимаем решение о количестве топлива, необходимого для выполнения этого рейса и так далее. У бортпроводников, у них свои процедуры, они тоже готовятся, они там, я, честно, всех тонкостей не скажу, Асем лучше знает, но я знаю, что они тоже какие-то иногда и процедуры повторяют, аварийные, еще что-то. Сырт келбетін тексереміз, төлқұжаттарымыз дұрыс па, ұшақтың қай типінде ұшамыз, түрлі тип болуы мүмкін бортсеріктерде әрқалай. Біреу Embraer'де ұшады, біреу Boeing'де ұшады, Airbus. Соны айтамыз, қай типте ұшамыз, қанша сағат ұшамыз, кім қандай позицияда, кім не үшін жауапты, соның бәрін талқылаймыз. Да. А вы что делаете, когда вы прилетаете в другую страну? То есть тоже вы сразу идете отсыпаться? Все то же самое, что Асем говорила. Все, естественно, зависит от времени пребывания там. Время пребывания зависит от частоты рейсов. То есть, например, если там компания выполняет по этому направлению рейсы там 5 раз в неделю, соответственно, что иногда может выпасть один выходной, а зачастую это 24 часа мы там находимся, примерно, да, 22-24. И за эти 24 часа в первую очередь нужно отдохнуть после рейса, нужно отдохнуть перед рейсом. Если есть какое-то свободное время, конечно же, можно куда-то прогуляться, почему бы и нет. Но самая основная задача — это отдохнуть. Да, я понимаю, потому что это такая серьезная ответственность, если вы будете не в форме. Да. Если вы не выспались. Да. Вдруг завтра война, а я уставшая, да? Примерно так. Да, спасибо большое. Анель, скажите, пожалуйста, а вот сейчас что компания в вашем подразделении конкретно берет на вооружение? То есть есть какие-то основные, может быть, тренды, наметки, когда вы думаете, вот сейчас мы будем работать именно над этим, чтобы именно эти секторы стали еще лучше, еще сильнее, или, может быть, вы вводите новое что-то? Вот именно в IT-направлении. В целом, на самом деле, мне кажется, в IT... Все постоянно новое. Все постоянно новое, да. И очень важно, мне кажется, помимо того, что успевать за рынком, а где-то обгонять. Да. Конечно же, в первую очередь компания и вот IT-департамент нацелены на улучшение опыта пассажирского. Да, у нас есть и опыт сотрудника, над которым мы работаем, но есть и первостепенный опыт пассажирский. Это, конечно же, сервисы, которые используют наши пассажиры. Это в том числе и уведомления своевременные, да, наших пассажиров. В ближайшее время планируется обновление корпоративного сайта. Мы надеемся, что клиенты останутся наши довольны, что они получат положительный опыт от нового движка бронирования, да, от нового функционала, который будет им доступен, да, от их кабинета, который будет намного удобнее, чем текущий. Вот. Это если говорить о пассажирах. О сотрудниках, конечно же, тоже департамент думает, заботится. У нас есть бизнес-подразделение HR, которое, конечно же, в партнерстве с ними это делается.
Они смотрят на все спектры, которые затрагивают сотрудников, и далее уже либо предлагают решение, либо мы обсуждаем совместно и смотрим, как мы можем изменить сервисы самообслуживания сотрудников. Потому что когда у сотрудника есть своя работа, конечно же, ему хочется быстрее и удобнее получать сервисы административные, какие-то HR-сервисы, а не мучиться там с документами, ходить по кабинетам, как пример, да, чтобы это все было в электронном виде, доступно и удобно. То есть вот это тоже очень важный момент, с которым мы работаем. Скажите, вот да, надежность, небо, IT, небо. Вы можете себе позволить, не знаю, отпуск или заболеть, или вот выпасть из обоймы, просто потому что так произошло? Потому что такое ощущение, что от каждой из вас зависит там цепочка просто событий, которые вот, взмах крыльев бабочки, там, потому что заболела Полина, и все, и непонятно, что произошло. Как это работает в вашем случае? Әрине біз адамбыз ғой, біз де ауырамыз, біз де шаршаймыз. Борсеріктерде 50 күн демалыс бар. Оны бір жылдың ішінде бөліп қолдансақ болады. Және егер ауырып, денсаулығы нашарлап жатса, емделеміз, больничный бар. Басқа әріптестерімізбен ауыстырады бізді. Бәрі қалай енді, схвачено деуге болады. С пилотами также? Всегда можно кем-то... 40 только. Да, 40 дней у нас у вас 40 отпуск, дней? Да, в году. А пилоту достаточно, чтобы если вдруг, ну вот экстренно, я не знаю, что-то случилось, вы заболели, вас могут подменить? Да. Или иногда приходится выходить в больном состоянии? Нет. Ну, правильно, я правильно сказала, мы же тоже люди. Вот, наверное, Анель не может себе позволить заболеть. Ну, вице-президенты не болеют, да, поэтому... Ну, честно говоря, наверное, недавно, да, вот была ситуация. У нас, конечно, есть взаимозаменяющиеся люди. То есть обязательно в IT выстроены, есть сотрудники основные, отвечающие за систему, а есть их бэкапы. Да, это обязательно у нас. Если говорить про меня, понятно, что у меня есть человек, который меня заменяет в случае моего отсутствия, да. Но, честно говоря, и в отпуске я всегда на связи. И да, я в отпуске с лаптопом. Потому что бывают такие ситуации, либо вопросы достаточно срочные, к которым мне приходится привлекаться. Да? Вот. Ну, когда я последний раз брала больничный, я не помню, если честно. Завидую вашему здоровью. В таком случае. Это отлично. Спасибо. Но вот если вспоминать там, скажем так, время коронавируса, да, достаточно сложное время было. Да, для всех. Сотрудники IT-департамента, они работали. Я не говорю, что они работали, когда они были в очень плохом самочувствии, да, но тем не менее, и даже я, когда там чувствовала себя не очень, ситуация требовала того, чтобы я подключалась, помогала, где-то, может быть, советом, а где-то, может быть, уже конкретно каким-то делом. Потому что ну, в IT-департаменте отношение друг к другу у коллег такое, я бы сказала, как плечом к плечу все идут. Вот, то есть люди в IT-департаменте разных отделов, они всегда приходят друг другу на помощь, вне зависимости от того, в отпуске они или болеют. И потом, на самом деле, у некоторых из нас написано в должностных инструкциях, даже 24/7 мы должны быть доступны. Ну, потому что есть оперативная система, к примеру, да, там сотрудники должны быть доступны 24/7. На беззвучный телефон не поставишь. Да, так и есть. Да, серьезные требования. У нас, да, немножко по-другому. У нас, вы спрашивали, можно ли, приходилось ли больными выходить на работу. Но у нас это как бы не совсем возможно, потому что ну, нам нельзя больными работать. Грубо говоря, если я выйду с насморком на работу, то, скорее всего, это приведет к тому, что пострадают мои уши. И потом мне придется открывать больничный не на 2-3 дня, а уже на 2-3 недели. Да, то есть поэтому у нас как бы, ну так, при всем желании даже и не получится. Да. Ну, да. Для IT, мне кажется, попроще, потому что у нас сейчас есть гибридный график работы. И удаленка, да? Удаленка, да. Ну да, у нас нет такой возможности. У нас на самом деле даже и правила есть. Если вы чувствуете себя не очень, не выходите в офис, не подвергайте риску коллег. Да.
Второго пилота. Да. Но у нас Насморком. также больше ближе как к IT, Мгм. потому что вот в моей команде нас 3 человек, и мы стараемся даже, к примеру, отпуска, да, мы там на год, ну, никогда не знаешь, да, когда тебе в отпуск нужно будет. Приблизительно так накидаешь, но все равно мы договариваемся, вот я хочу тогда-то, типа, а ты не планируешь. И, то есть мы это очень дружно происходит, то есть нет такого, я иду и все, и мне не важно на вас. Нет, да. Но стараемся уходить так, чтобы потом нагрузка дополнительная не пришла коллеге. Мгм. Да, он может тебя заметить, он может сделать что-то, но стараешься так сделать по Экологично. максимуму. Да, экологично, чтобы и как бы коллеги своего не добавить нагрузку. И в то же время ты знаешь, где у тебя что, ты остановился, приходишь, и да, и вот как бы в этом плане все хорошо. Прекрасно. Прекрасный симбиоз у вас. Скажите мне, пожалуйста, кстати, вот вы сейчас сказали, меня натолкнуло это на мысль о том, что вы приходите заранее, готовитесь, там, имеете даже условия, изучаете. Для многих ведь большой страх — это турбулентность. Именно в полете. И мне всегда было интересно, я турбулентность не боюсь, то есть как бы ни швыряло, обычно я, ну, то есть глазом не поведу, да, бровью, все нормально. Но у меня есть близкие друзья, которые очень-очень сильно боятся, вплоть до снотворных, то есть они думают, лучше проспать весь рейс, чем вот подвергать себя такому стрессу. В действительности это сильно опасно или это просто ощущение? Мне бы очень хотелось вот просто сказать пассажирам, вы не бойтесь, это нормально. Но я понимаю, что это так не работает и не действует, да? Поэтому, ну, наверное, нужно как бы немножечко объяснить Пояснить. причину этого всего, как это происходит. То есть турбуленция — это, в принципе, нормальный и естественный процесс. Который к происходит, сожалению, имеет, который да, происходит место быть в из-за небе. движения воздушных масс и так Мгм. далее, да, из-за того, что воздушные массы встречаются друг с другом. Визуально определить ее невозможно на горизонте, да. То есть существуют какие-то прогностические, да, карты. Вот как раз-таки мы их изучаем, но это все-таки прогноз, да. Поэтому вот знать точно, да, что вот, например, через 2 часа после взлета нас там тряхнет с такой-то силой, ну, к сожалению, не всегда получается, да, то есть мы можем предугадать вероятность, да, мы обязательно делимся этой информацией с бортпроводниками. У бортпроводников тоже свои есть процедуры, да, то есть они примерно, опять же, о времени каком-то они знают, да, когда это возможно, когда нужно остановить сервис, когда можно продолжить сервис и так далее. Вот Асим до этого подсказывала, что зачастую иногда даже они нам звонят и говорят, потому что в хвосте самолета турбуленция чувствуется сильнее, чем в носу. Поэтому иногда проводники звонят и подсказывают, говорят, ребят, нас тут сильно потряхивает, давайте-ка мы включим табло «Пристегните ремни». Да. Это очень важный момент. Нужно пристегнуться обязательно. То есть это не предложение, да, такое? Ну, если вам не хочется как бы Это вопрос безопасности. рисковать, да, Да. это вопрос безопасности. Нужно пристегнуться. И, ну, на самом деле, я, честно говоря, не помню таких вот случаев, чтобы самолет сильно пострадал именно от турбуленции. Ничего у него не отвалится, все будет хорошо. Главное, пристегнитесь, сядьте на место, и все будет то есть хорошо. именно от движения, именно от ну, каких-то вот таких вот изменений, может быть, немножечко положения самолета. Да, человек внутри самолета может как бы себя так вот неуверенно чувствовать, но с самолетом ничего страшного не произойдет. Он создан для воздуха. Спасибо за такое разъяснение. Кажется, у многих отлегло, кто сейчас посмотрел, что Я когда надеюсь. загорается табло, самое главное, просто сядьте на место, не надо противиться. Даже есть всякие юмористические ролики на эту тему, что бортпроводник просит, а кто-то говорит, нет, я схожу, а потом и так далее, или сделаю там то, что задумал. Поэтому спасибо, это очень важно. Расскажите мне, пожалуйста, наверное, очень много происходит в небе, и не только в небе, интересного того, что остается, скажем так, за кадром. Были какие-то у вас непростые, смешные, интересные случаи, которые вы до сих пор вспоминаете, может быть, с улыбкой на лице? Если о них, конечно, можно рассказывать. Ең жиі кездесетін ол жолаушы қорқуы мүмкін, немесе медициналық көмек керек болуы мүмкін.
Ең бірінші ол ақпарат беру, сұрау. Мүмкін ол транзиттік жолаушы шығар, бір күн, 2 күн ұшып келе жатқан шығар, қатты шаршаған шығар. Біз бортсерік ретінде әр жолаушының көңіл күйін жаңағы сезуге тырысамыз. Сондықтан біріншіден сұрап ақпарат беруге дайынбыз. Яғни біз үйренгенбіз ғой алғашқы медициналық көмек көрсетуге. Бірақ сонымен қатар біз ұшақтың ішінде доктор, дәрігерді іздейміз біріншіден. Көбінесе адамда давлениесі жоғары немесе төмен түсіп кетуі мүмкін. Ол кезде жай көк шаймен кофе көмектеседі, яғни дәріні беру міндетті түрде ондай бізде жоқ. Бірақ көмектесуге керек құралдардың бәрі бар. Сондықтан жолаушылар ұшақтан кейін ұшып келгеннен кейін ұмытып кетеді не болғанын, дәрі сұрағанын, жаман сезімде болғанын ұмытып кетеді. Ондай. А у вас не было случайно, я не знаю, свадеб, родов? Нет, На борту. не было. Это всегда такой сложный вопрос. Расскажите какой-то примечательный случай. Вот пока разговор не зайдет в эту тему, наверное, ты про это не вспомнишь. Да. Я не скажу вот так сразу. Понимаю вас. Да, ну, я думаю, что историй на самом деле много, просто сейчас они не приходят на ум. Да, с вашей не работой. к слову, да. может быть. Понимаю. Скажите мне, вот у вас, мы уже несколько раз сказали, что у вас непростая работа, требовательная достаточно, но при этом ведь есть еще и другая часть жизни, есть личная жизнь, есть семья, есть баланс, есть желание пожить, попутешествовать тоже в качестве туриста или просто побыть дома какое-то время. Каким образом вы находите для себя вот этот очень непростой баланс, что, например, вы мама тоже, да, вот как и другие тоже участницы, или там жена и так далее. Как это все совместить? Как у вас это получается? Расскажите. Не обижаются ли ваши любимые родные на то, что вы такие занятые, так много времени отдаете работе? Ну, может быть, был какой-то период, когда мне показалось, что моей дочери не хватало моего времени. Но создавая общие увлечения семейные, это помогает, конечно же, укрепить отношения, какой-то климат создать в семье, да, правильный. Сейчас с новым назначением меня поразило, как у меня дочь, я спросила: мама, а ты теперь уже вице-президент? То есть и я понимаю, вижу поддержку, да, в ее глазах, в ее словах, ее радость. Это позволяет мне, ну, в первую очередь, не забывать, что помимо там карьерного роста, да, каких-то достижений, здесь у меня рядом по правое и левое плечо это супруг и дочь. Это моя опора, которая на самом деле позволила мне добиться определенных высот. Мне кажется, без них, да, чего-то могло и не случиться в моей жизни. Вот. Ну, если вот говорить про время с семьей, мы стараемся на выходных кататься вместе на лыжах. То есть я не каталась на лыжах до появления дочери, я не каталась никогда на лыжах. То есть с ее появлением, когда супруг сказал, что мы будем встать на лыжи, он говорит: и тебе тоже нужно встать на лыжи. Да, да. Здорово. Или вот сейчас, допустим, да, тоже сравнительно недавно я пошла заниматься большим теннисом. У меня дочь занимается профессионально уже там несколько лет. Супруг играл в молодости в большой теннис. И я пошла недавно, вот буквально полгода я только занимаюсь, но уже хотя бы мы можем вместе поиграть. То есть я не просто там зритель на трибунах, да, я соучастник действия. Вот. Понятно, что иногда бывает сложно. Понятно, что я должна быть 24/7 доступна. Понятно, что иногда приоритеты могут смещаться, потому что очень важно там, да, среагировать либо на звонок, да, либо на какое-то событие рабочее. Но тем не менее, я благодарна своей семье, что они с пониманием к этому относятся. И они знают и понимают, что да, я расставляю приоритеты верно, да, что обязательно я посвящу им время. Если говорить про личный баланс, для меня есть определенный отдых, когда я посвящаю время самой себе. Это, конечно же, побыть в тишине, потому что то количество информации, которое проходит через меня, оно колоссальное.
И иногда мне неинтересно смотреть там сериалы, да, или ходить там на какие-то вечеринки. Там нужен покой, да, восстановление. Да, для восстановления, да, для того, чтобы сохранялся этот баланс. Спасибо большое. Біз бағана айтып кеткендей, біздің жұмыс кестесі алдын ала шығады ғой бір айға. Бізде мысалы мерекелерде ұшпаймын деген әңгіме жоқ. Мысалы, ертең 8 март, жаңа жыл жоқ, мен үйде болам деген. Көбінесе біз мерекелерді, жақындарымыздың туған күндерін, тойларды жасаған кезде, шақырған кезде біз аспанда бір жерде ұшып жүреміз. Мысалға, көбінесе жаңа жылда, паспорт контролінде, немесе әуежайдың ішінде жүріп бара жатып қарсы аламыз, немесе ұшақтың ішінде қарсы аламыз жолаушылармен бірге. Сондықтан сол туған күн мерекелерді өткізіп алғаннан кейін өзімнің жеке демалған кезінде достарыммен, жақындарыммен тауға шығуға, немесе пикник жасауға тырысамын. Жаңа Нәлия айтып кеткенде бізде де солай ғой. Адаммен жұмыс жасағаннан кейін демалғың келеді. Тоже покой керек. Сондықтан Құлаққа тыныштық керек. Аспанда жүргеннен кейін жерді ұстап көргің келеді. Сондықтан тауға шыққанды өзім өте қатты ұнатамын. Тамаша, рахмет. Как у вас, Жанна, с этим? Получается ли держать такой баланс? Ну да, у меня, как вот у бортпроводников, конечно, не так все. Я офисный сотрудник, у меня есть нормированный свой график, да. Но все это время очень даже хорошо удается. Бывают какие-то моменты там семейные, да, где надо срочно вылететь, какие-то, ну, можно сказать, форс-мажорные, да. Но, слава богу, их мало, редко. Но работа, также восстановление, мне где-то тишина, но бывает что-то же другое хочется реализовать. Например, вот был, когда карантин, дома сидели, я только послабление началось, стало все открываться, я пошла в студию танца, начала увлекаться лезгинг, вообще новым каким-то для себя направлением, то есть... Как-то я себе периодически вот такие устраиваю, то есть что-то новое, что-то интересное, реализуешь свой какой-то творческий потенциал в другой сфере. И вот этим я выдерживаю свой баланс, чтобы не было где-то слишком много чего-то, да, вот, например, там, умственная, к примеру, работа на работе, да, а тут я раз в творчество, что-то другое. Ну или чтобы жизнь не состояла только из работы. Да, то есть... удается. Все это время мне удавалось этот баланс держать. Здорово, здорово. Полин, как у пилотов с балансом? Ну, да, вот тут, наверное, тоже такой вот основной момент, как Сем сказала, что у нас не нормированный график. Если я хочу Новый год провести дома, я отпуска заказываю в тот день, на 1 число. Ну, не факт, что его подтвердят, да, то есть не каждый год так получается, но как минимум я пробую. Да? На 8 марта, например, я себе тоже отпуск заказала, потому что я хочу его провести дома потому с что семьей, я этого достойна. Потому что, ну, в конце-то концов, да. Ну, вот абсолютно я согласна со всеми девушками. У меня сын, ему 8 лет. Ну вот, наверное, признаюсь честно, было тяжело, когда я только вышла из декрета. Я декрет почти весь отсидела. То есть, когда я вышла, ему было где-то 2,5. И то, в принципе, не дожидаясь 3, да, чтобы было весна-лето, чтобы было удобно ему в садик пойти. Абсолютная моя опора — это мой муж, который меня старается оградить от всех вообще домашних дел, вот насколько можно. Вот какой это стыдно признаться, но я даже за квартиру не знаю, как платить. Вот сюда такие вот IT-специалисты. Счастливые женщины, которые не знают. Квартиру я не знаю. Моя супруга тоже не умеет. Да, я думаю, что я, конечно, разберусь, если мне нужно, но вообще, вот, например, за квартиру вот это он платит, и там вот за какие-то вещи. Такой лайфхак, такой тип маленький дали мужчины. Это так можно проверить, счастливы ваши женщины, хорошо вы о них заботитесь или нет. Умеют они платить за квартплату? Да. Я не умею, скажу честно. Вот, ну и действительно вот из каких-то таких мелочей все это состоит. И вот когда я вышла, я, ну, может быть, еще возраст, да, прошел, и я думала, что как бы мне на все по-прежнему будет хватать сил.
А оказывается, нет. И вот здесь как раз-таки вот пришлось находить этот баланс. Но мне кажется, что я его тоже нашла. То есть баланс должен состоять из работы, семьи и обязательно отдыха. Потому что вот в моем случае начал немножко страдать отдых, Да. и как бы вот организм начал давать сбои, да, я поняла, ага, значит, надо как-то там по-другому, да, все это распределять и так далее. Вот. Ну и совместное увлечение — это здорово, это классно, мы тоже ходим, ну как мы ходим, сын ходит на тренировки, и я вместе с ним, как бы так. Да, Вот, прекрасно. примерно Мне кажется, так вот же. то, что я еще понимаю, мне кажется, почему еще так здорово у вас складывается карьера, и вы достигаете Абсолютно. таких классных просто вершин, потому что у вас достаточно нестандартное, может быть, окружение, вашей семьи, ваши Да. партнеры, которые Да. вас понимают, поддерживают, подталкивают и где-то держат вот этот вот фронт, Да. оборону для того, чтобы вы могли быть теми, кем вы хотите быть. И это просто заслужит уважения. Мне кажется, вашим близким нужно поаплодировать и сказать большое спасибо. Спасибо. Это просто прекрасно. Вы, если вы смотрите про ваших потрясающих родных и близких, вы потрясающие родные и близкие. Да, классный тыл. Да, спасибо вам большое. Я бы очень хотел попросить вас, может быть, что-то вроде вот такого обращения к девушкам, к женщинам, которые нас сегодня смотрят, и находятся в процессе еще поиска себя. Ну, в таком поиске, когда ты понимаешь, что с одной стороны от тебя ожидают вот этого, но как будто сердце хочет этого, а это как будто не похоже на все, к чему меня там готовили или к тому, чего от меня ожидают. Что бы вы могли сказать девушкам, женщинам, которые нас смотрят и которые ищут себя? Ну, я, наверное, так скажу, если раз вы уже посмотрели в сторону авиации, и что-то у вас там сожглось, пошли в академию, может, тут еще студенты учатся, да, девочки думают, куда же я пойду, я техническая специальность. Вы найдете, то есть инженеринг, техническая сфера — это такая многогранная, обширная, себя реализовать, ну, мне кажется, раз уже, если есть в технической этой сфере пришел человек, ну, девушка себя там точно реализует, найдет. Даже если, к примеру, что-то не устроит в инженеринге, у нас компания так, что можно переходить в разные департаменты. Это у нас приветствуется в компании, то есть себя реализовать, найти, если любовь к авиации, к авиакомпании, можно с легкостью. Просто дерзать нужно, чуть-чуть смелости к этому, послушать себя. Спасибо. Спасибо. Мен айтқым келеді. Бортсеріктен бастаңыздар. Саяхаттау деген адамды өзгертеді ғой. Ішкі дүниесі, өмірде қалай қабылдау, бәрін өзгертеді. Сондықтан бірінші бортсеріктен бастаңыздар. Айтады ғой. Каждый к себе затягивает потихонечку. Айтады ғой, өміріңізде бір рет аспанда қалықтап көрсеңіз, сол ерекше сезімді ешқашан ұмыта алмайсыз деп. Әрқашан бір жерге ұшқың кеп тұрады, барғың кеп тұрады. Және жаңа айтқандай, авиакомпанияның ішінде кез келген департаментқа ауысуға болады, мүмкін кейін Полина сияқты пилотесса болады. Сондықтан егер қалауларыңыз болса, талпынып көріңіздер, келіңіздер, бірге ұшамыз. Рахмет. Полина? Милые девушки, хочу пожелать вам, чтобы вы не боялись следовать зову своего сердца, вне зависимости от того, к чему вас готовили. Ведь вы не знаете, что ждет вас впереди. Не бойтесь сделать этот первый шаг. Оставайтесь всегда такими же легкими, окрыленными, улыбчивыми. Ведь женщина, вне зависимости от коллектива, в который она приходит, и дела, которым она занимается, она приносит частичку доброты и позитива. Поэтому поздравляю вас с наступающим 8 марта. Желаю здоровья вашим близким, и пусть они всегда вас оберегают и поддерживают. Золотые слова. Очень красиво. Да, Полина? Я бы тоже хотела поздравить женщин, девушек, девочек с 8 марта. Пожелать традиционно, наверное, весны и теплоты в душе, в жизни, чтобы вам ваша жизнь приносила удовольствие, огромное удовольствие. Если мы говорим про работу и так далее, то тоже я абсолютно согласна со всеми девушками. Не бойтесь, самое главное, ничего не бойтесь.
нужно попробовать. Как минимум нужно попробовать. Да, что-то может получиться, что-то может не получиться. Не всегда все происходит с первого раза. Но сидеть и ждать, что все вот закрутится само собой, ну, наверное, неправильно. Да? То есть нужно приложить какие-то усилия, сделать какие-то шаги, а дальше уже будет видно. И, ну, как минимум нужно попробовать. Я так думаю. Спасибо большое за такие слова, которые, я думаю, сегодня вдохновят огромное количество наших зрителей и зрительниц в первую очередь. И вам я хочу сказать спасибо за то, что вы являетесь такой потрясающей репрезентативной группой новой нормы. Для меня это огромная честь и радость быть с вами и понимать, что вы занимаете потрясающие должности, вы очень много для этого работали, заслужили, но и, как сказала Полина, как сказала Анель, с такой легкостью это делаете. Просто вы сегодня сидите, рассказываете, а я думаю, вау, это так непросто, так много требований к вам, но при этом вы остаетесь потрясающими, женственными, сильными, и я думаю, что это знают и ваши близкие тоже, потому что, как вы сказали, этот приоритет никуда не делся. Я восхищаюсь и хочу вам сказать за это большое-большое спасибо. И, конечно, поздравляю вас с наступающим праздником, с 8 марта, Спасибо. как и всех наших зрительниц. Спасибо вам огромное. Спасибо. Огромное удовольствие я получил сегодня от разговора с вами. Спасибо. Спасибо, Тимур. Я Тимур Балымбетов. Спасибо, что вы посмотрели этот выпуск. Обязательно подпишитесь на канал, расскажите, что вам понравилось. И да, может быть, поделитесь вашей мечтой. О чем мечтаете вы и, может быть, не решаетесь в комментариях. Подписывайтесь, увидимся скоро. Пока.